Всем привет! Сегодня мы поговорим о историях рода Адай. Среди историков нет единого мнения о происхождении казахского рода Адай. Некоторые ученые пытались возвести историю Адаев к сакским временам и связывали их с древним племенем даев, даков, дагов, дахов, другие высказывались в пользу происхождения Адаев от гаагюйского рода Ади. Адие, Ады, Адоют. Большинство исследователей также полагает, что племя Баюлы, в которое входит род Ады, является союзом родов различного происхождения. И таким же образом, через поиск созвучий с названиями древних племен устанавливается происхождение других родов. Так, например, ряд современных историков в своих работах говорит о том, что знаменитый султан Бейбарс происходил из казахского рода Берш, отождествляя его с древним кипчакским племенем Бурч. Но, видимо, недалек тот день, когда обо всех подобных гипотезах придется забыть. По получаемым сейчас результатам работы группы исследователей казахского проекта выясняется, что народные шижири, возводящие членов одного племени к единому предку, зачастую оказываются правы. Как свидетельствуют проведенные генетические экспертизы, многие современные адаевцы имеют общего предка по мужской линии с другими родами алшинов в относительно недалеком прошлом, а именно в эпоху монголов. По этой причине, по мнению историка и участника вышеупомянутого проекта Жаксыла Касабитова, историю алшинов уместнее всего связывать с монгольскими алчи-татарами. Такое предположение вполне допустимо, поскольку целый ряд казахских племен возник именно в эпоху монгольского нашествия и носит монгольские названия. В частности, поэтому средневековая история монголов, наполненная сплошь знаковыми для казахского сознания именами найманов, канератов, уйсунов, желаиров, аргынов, хириитов, кажется более родной, нежели домонгольская история Казахстана, из которой в современной казахской родоплеменной структуре сохранились имена, пожалуй, лишь кипчаков и канглов. Перекочевавшие в Кипчакскую степь монгольские воины заводили огромные гаремы из тюрчанок и нередко становились отцами-основателями новых родов и племен, передавая своим многочисленным отпрыскам название собственной родовой принадлежности. При этом уже дети и внуки завоевателей говорили на местных тюркских языках и диалектах. Может быть, поэтому у казахов родной язык принято называть анатол, материнский язык. Вероятно, и племя алшинов образовалось по такой же схеме, и основным его родоначальником стал какой-то чрезвычайно плодовитый алчи-татарский вождь. После развала Золотой Орды алшины вошли в состав Ногайской Орды, где, судя по отрывочным данным, находились на привилегированном положении. Так, ногайские бии в своих письмах в Москву неоднократно сообщали о каком-то особенном, алчиновом месте. Но в целом, алшины довольно редко попадали на страницы источников, и потому трудно твердо говорить об их средневековой истории. Тем более, что кочевья алшинов находились на востоке Ногайской Орды на границе с казахским ханством, которое постоянно колебалось. Порой казахские ханы подчиняли себе всю степь до самой Волги, а иногда ногайские беи распространяли свою власть вплоть до Балхаша. В основном же граница между двумя улусами пролегала по Имбе. При этом зимовать алшины уходили в низовья Сырдарьи. Еще в составе Ногайской Орды от племени алшин отпочковалась группа родов, получивших название Баюлы, и под этим именем с XVI века они стали отдельно упоминаться в русских документах. Основная же часть алшинов фигурировала в источниках под названием алтеулов. Позже у казахов эти алшины получили название алимулы. Видимо, переход алшинов-алимулы в казахское ханство следует датировать второй половиной XVI века. Тогда недовольные подчинением Ногайской Орды русскому государству и нуждаясь в беспрепятственном доступе своим сырдарьинским зимовьям, вожди алтеулов сначала стали признавать своим сюзереном и союзником хана Хакназара 1538-1580, а затем и Тауикила 1583-1598. Переход же алшинов Баюлы под власть ханов казахской династии, вероятно, следует связывать с нашествием калмыков, окончательно разгромивших Ногайскую Орду в начале 17 века. Данное событие в казахском фольклоре считалось самым трагическим эпизодом степной истории, и еще в XIX веке песни и сказания о распаде на две части единого народа по вине пестрого жеребенка вызывали у кочевников самые горестные чувства. Большая часть ногайских родов под напором тяжелой айратской конницы бежала за Волгу, но алшины Баюлы подались к казахам за Эмбу. Одним из предводителей Баюлы тех лет являлся современник хана Исима, знаменитый степной Барджи Эмбет, в произведениях которого впервые за всю историю поэзии Жирау, зародившейся именно в Ногайской Орде, используется термин «казах». Естественно, что все помыслы вождей Алимулы и Баюлы в качестве пришельцев, занявших формально подчиненное положение в иерархической родоплеменной структуре казахского ханства, носили реваншистский характер.
А общее происхождение и общие цели привели к образованию самостоятельного казахского улуса, получившего название младшего жуза с собственным ханом и военно-политическим курсом, направленным на возврат ногайских кочевий. Это была невероятно тяжелая задача. Калмыцкие части в русских войсках наводили ужас и на воинственных горцев Северного Кавказа, и на свирепых турецких янычар, и на стойких европейских солдат. Кроме того, на Яйке постоянным союзником калмыков против казахов было местное казачество. Однако в начале XVIII века хану младшего Жуза Абулхаиру удалось с помощью огнестрельного оружия нанести ряд мощных ударов по восточным калмыцким улусам. Астраханский губернатор Волынский писал, что калмыки, конечно, могут пропасть, ежели так сильно он и косаки на них идут, понеже они так перед косаками робки, например, где он их сот 5 или 6, а калмыки 5 или 6 тысячами не могут противу их устоять, понеже косаки имеют больше пищалей, нежели луков. После этих ударов калмыцкие князья уже не решались кочевать за Яйком, и в ходе переговоров о заключении мира в 20 XVIII века признали эту реку границей между двумя народами. В итоге калмыками была потеряна не только изрядная часть прежних ногайских кочевий, но и бывшие туркменские земли на Мангысту, Мангышлаке. По праву победителя казахи заняли данный полуостров, с чем, естественно, совсем не согласны были старые хозяева. Но после серии неудачных конфликтов с отрядами казахских батыров туркмены были вынуждены уйти к Хиве. В начале 1741 год теснимые с юга Надир-шахом туркмены вновь стали претендовать на Мангысту и вступили в переговоры с калмыцким ханом Данду-Камбо. Сообщая об этом, последний писал российским властям: «Напредь всего бывшее у деда и отца моего в подданстве туркменцы между собой возымели ссору и пришли в несогласие, на которые тогда киргиз-косаки нападали и многих разорили, а оставшие на том месте уже жить не могли и отошли к Хиве. А ныне через бывших людей моих в Хиве получил я известие, что прошлой осенью, во время взятия персидским Тахмас, имеется в виду Надир-шах, ханом Бухарии и Хивы, бывшие прибыли из Бадакшина, и Бухарии трухменцы, все собравшись с нашими трухменцами, желая иметь жительство на прежних своих местах и с нами соединиться, перешли на Мангышлак». Данду Камбо, явно преувеличивая, определял число перекочевавших на Мангысту туркмен в 300 тысяч очагов, но даже если их численность была в 10 раз меньше, все равно это была очень грозная сила, которой на подмогу в любой момент могла подойти калмыцкая конница. Но в течение лета того же года казахи вытеснили большую часть туркмен с Мангысту. Астраханский губернатор Голицын в своем донесении от 28 августа 1741 года сообщал, что туркмены отошли паки возвратно на прежние свои места, а осталось где при Мангышлаке показанное малое число и претерпевают от кайсак великие утеснения. После того, как попытка создания военного альянса с калмыками оказалась неудачной, в 1745 году группа туркменских старейшин обратилась напрямую к астраханскому губернатору Татищеву с прошением о предоставлении им российского подданства, надеясь, что взамен российские власти помогут им вернуть Мангысту. Но в Санкт-Петербурге не проявили заинтересованности в привлечении новых подданных, мотивируя свой отказ нападениями туркменов на купцов и моряков, что, по мнению канцлера Бестужева-Рюмина, было с прямым желанием их вступления в подданство весьма несходственно. Очередной известный из источников виток обострения борьбы казахов и туркмен за Мангысту произошел в 1766 году. Вновь перекочевавшие на полуостров туркмены были подвергнуты страшному разгрому. Многие из них при этом были убиты, многие попали в плен к киргизам, остальные же, лишившиеся почти всего своего скота, бежали за Тюбкараган и, наконец, даже в Хиву, чтобы там найти защиту против киргиз, сообщал известный ученый Гмелин.